Салам, маршал Душук. Добрый вечер. Приветствую всех, кто смотрит нашу беседу. Сегодня я хотел бы немного продолжить разговор о Второй мировой войне, о депортации, дополнить, потому что мне поступили некоторые вопросы об этом периоде, о выселении, о войне. Вот. Здесь первое – это о участниках войны и начале депортации, причины депортации. Здесь хотелось бы сказать следующее. Обычно всегда выставляет, что чеченцы и ингуши сотрудничали с немецкими войсками, что чеченцы и ингуши воевали против советской власти, что в горах чуть ли не десятки тысяч вооруженных автоматами, пулеметами. После выселения была справка такая подготовлена. Вот. Я хотел бы несколько слов сказать об этом, вот, на примере мне известных фактов, вот, об этом периоде. Ну, во-первых, надо сразу сказать, что до 1938 года приблизительно чеченцы и ингуши в республике были ограждены от каких-то обвинений. Вот. Отношение к чеченцам и ингушам резко изменилось после 1937 года. В 1937 году происходит серия арестов, арестовывается в основном это представители интеллигенции, образованной части, партийной, хозяйственной номенклатуры. Вот. И особенно сильно удар был нанесен в 1938 году, когда был назначен новый председатель НКВД. Вот, в Грозном было объявлено совещание партхозактива. Вот, и всех сидящих в зале, это сотни людей, их арестовали, и они почти все были приговорены к различным срокам и отправлены в лагеря. После этого их места заняли молодежь. Вот. Например, секретарь обкома партии поставлен был молодой человек 22-23 лет. Вот. И кадры не связаны с республикой, то есть присланные из центра. И вот после этого потихоньку начинается уже подготавливаться негативное отношение к чеченцам и ингушам. Вот. Так, например, после 1938 года с предприятий союзного подчинения потихоньку начинается увольнение, сокращение числа работающих национальных кадров. Ну, я вам об этом говорил, что вот мой отец, он с начала 30-х работал при строительстве крекинг-завода, потом работал на самом крекинг-заводе, раньше он закончил ФЗУ, потом в 1938 году рабфак, вот, работал оператором, с 1936 года стахановец. Вот, заслуженный работник в то время. Вот, и вот к 1938 году под разными предлогами чеченцы, ингуши, ну, в основном там чеченцы работали из окружающих сел, из Атагов, из Алдов, из других сел. Вот. Их потихоньку с этих предприятий снимают. Разные предлоги. Там, укрепление партийной организации направляется там в сельские местности или еще по другим причинам. Вот. И в конце 1938 года отцу предлагают работу в Итумкалинском районе, там первый секретарь райкома говорит, для укрепления партийной организации, отец член партии, естественно, вот, ты мог бы приехать работать в районе. И отец работал там районным чиновником, не партийным, а хозяйственным. Он заведовал торговым отделом или кооперативным отделом района, вот, поставки в район.
Вот. И, естественно, он до 1944 года работал в этом районе. Вот. Он знал этот район хорошо, еще с молодости. Отец сам выходец из общества Чинг. Вот. Знал людей. В 1939 году во время переписи населения он на лошади объездил отдаленные села, горные районы. Вот, например, какая-то часть, например, Терла входила в Галанчойский район, бывал там. Он многих знал людей. Вот. И вот некоторые факты конкретные, например, очевидцем которого был отец. Вот. Я несколько отступлюсь. В 1973 году в январе в Грозном были события на площади. Представители ингушского народа обратились к партийному руководству с требованием восстановить их в правах на территории пригородного района. Как после выселения этот район был присоединен к Осетии, а после возвращения с Казахстана первый секретарь обкома Северной Осетии обратился в ЦК с просьбой оставить район в составе Осетии, а партийная организация Северной Осетии обеспечит интернациональную атмосферу в этом районе, примет возвращающихся с депортации ингушей, вот такого типа. Здесь вот, например, в интернете там говорят, что якобы, вот несколько раз я встречал, что Гарбеков Муслим, он уступил район взамен за Натеречный и Шелковские районы. Ну, это, конечно, несерьезно, потому что в оргкомитете по возвращению депортированных чеченцев и ингушей на родину. Вот, кроме Муслима Магомаева входили люди и ингушской национальности, кстати, Алмазов, Чахкиев, вот, во-первых. Во-вторых, Шелковской и Наурские районы были присоединены не к Чечено-Ингушской ССР, а после выселения в 45-46 году Грозненской области. Вот. И когда республика восстанавливалась, эти районы оставили не для того, чтобы экономически Чечено-Ингушская ССР развивалась более быстрыми темпами, а для того, чтобы какую-то часть чеченцев-ингушей заселить в Шелковской Наурские районы, в станицы, вот, и чтобы там это население быстрее смешалось. Потому что в горные районы, например, Асиновскую котловину Ингушетии, большую часть и Тумкалинского района, Шароевский район, и Чеберлуевский район, и Галанчожский. Чеченцам и ингушам возвращаться запретили. И вот представители этих народов, чеченцев и ингушей, которые раньше до выселения, до депортации обитали в этих районах, вот, их расселили в Шелковском, Наурском, вот, и ингушей в Сунжинском районе, в казачьих станицах. Вот для этого их оставили, эти районы, в составе Чечено-Ингушской ССР. С другой стороны, в Дагестане Ауховский район был ликвидирован, туда переселили в основном лакцев. Несколько сел этого района были переданы Казбековскому району, туда переселили аварцев. И когда чеченцы и ингуши возвращались, их опять тоже не пустили в эти села. Вот. И они в основном поселились в Хасавюрте, и вот в Хасавюртовском районе, и в других селах. Вот. И эти два района, они так и остались в составе Дагестана и в составе Северной Осетии. Если в Северной Осетии, в пригородном районе, ингуши хоть частично возвращались и жили до событий позднейшего периода, вот, то в Ауховский район до сих пор чеченцам не разрешили вернуться, им даже не продавали дома, и даже они не могли хоронить на своих кладбищах. В последнее время, может, изменилось отношение. Вот. Вот такая ситуация. Вот. И когда... Извините, я вот это... Отец работал, когда в этом Калинском районе, вот это изменение он потихоньку видел. И вот когда объявляет, что в 1940 году началось вооруженное движение в горах, были восстания, и даже такое объявление, что якобы целые районы захватывали вооруженные банды. Вот, например, такое, что в 1940 году Хасан Исраилов и его отряды вооруженные, которые достигали нескольких тысяч человек вооруженных, даже автоматами, пулеметами,
захватили, например, Шатоевский, Галанчежский район, там 4-5 районов. Вот. И вот эта информация НКВД, которую позднее это дали, вот, в свое время бывший секретарь обкома партии Филькин об этом говорил. Вот, он выступал. И вот за это его уволили с работы. Строгий, он в партии остался только потому, что Москва мешала в 70-е годы. Он заявил, что он был секретарем райком партии. И эти факты, они фальшивые, что это придумано НКВД задним числом после депортации чеченцев Ингушей. Вот. Так вот, восстание 40-го года, вот эта информация даже попала, например, Абдрахман Авторханов, он на нее ссылается как на действительную информацию. Дело в том, что отец в то время был в Итумкале, и в 40-м году он, как он сам рассказывал, он на лошади решил выехать в селение Хельде. Хельде – это высоко в горах на перевале Дзумсой. И когда он ехал в горах вот в сторону Хельды, навстречу ехали 7 всадников. Один из них был Хасан Исраилов. Хасан Исраилов знакомый отца, потому что вот созданная молодая советская интеллигенция из чеченцев-ингушей, живших в Грозном, они постоянно встречались и были с друг другом знакомы. Хасана Исраилова отец знал очень давно. Вот. Они, в принципе, почти одинакового возраста. Хасан Исраилов где-то года на 2 моложе моего отца. Он работал журналистом, вот, потом он в адвокатуре он работал. Вот. И с ним 6 всадников. Вот. И когда они встретились, Хасан Исраилов в это время скрывался в горах. Почему? Он был корреспондентом крестьянской газеты в Москве, он учился в Москве. Кстати, очень предан советской власти, потому что он с детства учился в интернате, потом учился в Ростове. Вот, и как сироту его направили в Москву, он закончил там институт, вот, университет. Вот, работал в крестьянской газете, он был образован, грамотно, и, естественно, он предан советской власти. Вот, и, естественно, он критиковал эти действия, которые несовместимы там, с Конституцией СССР и советским законодательством. Он думал, что он за справедливость борется. Вот, его арестовали. Вот, его арестовали, дали ему 3 года, но через некоторое время его выпустили, потому что именно те, которые его посадили, вот этот начальник НКВД и секретарь обком партии, они были арестованы. Вот, и там объявили, что факты подтвердили, что, оказывается, там партийно-хозяйственные органы по работе в коллективизации, они были перегибы, там, в то время, я помните, была статья Сталина, если вы историей занимались, о перегибах. Вот, его выпустили, он продолжал вот эти критические свои статьи, естественно, его начали преследовать, и он скрылся в горах. Вот. Он написал письмо в ЦК, и он сказал, что все, во что он верил, оказалось фикцией, что вы обманываете людей, что вы закабаляете людей, что вы отнимаете у людей последние средства к существованию. Вот. И ему пришлось скрыться в горах. Вот. И Хасан Исраилов в это время он писал листовки, что колхозы незаконно, что в горах, особенно в горной зоне, люди жили очень бедно, у них пахотной земли-то не было. Вот. И у людей были отобраны и коровы, и овцы, и козы, все в колхозы, люди жили впроголодь. И он объявил людям, что советская власть вас обманывает, вы можете забрать вот этот с колхоза все домой. Кстати, эти процессы были по всей территории Советского Союза, даже в районах, в которых в основном жили представители титульной нации, те, которые считали себя русскими и назывались русскими областями и районами. Вот. И вот когда встретились, отец его спросил, ну, они поговорили, и они сказали, мы идем в Итумкале, чтобы помочь людям, чтобы они забрали свой скот, все с колхозов. 6 человек были с винтовками, отец их всех знал. И отец сказал, ну что, вы что, говорит, 6 решили советскую власть поломать? Там как раз отряд НКВД стоял с Грозного, и милиции очень много.
Ну, поговорили, отец поехал по своим делам, они спустились, через некоторое время раздались выстрелы, и вот эти 6 человек стреляли с винтовок по зданию райкома партии и стреляли по зданию НКВД. Вот. Спецслужбы были отвлечены, и в это время женщины, старики, там люди, они собрались, и они разобрали по домам с окружающих там селений, свой скот разобрали по домам, овец, коров. Вот, там на складе, где была там кукурузная мука, пшеничная мука, вот это восстание. То есть это можно назвать по-разному, но никак не вооруженным восстанием и не захватом района. И вот это, когда объявляют, что вот был вооруженный штаб, например, Майырбек Шарипов вместе с Хасаном Исраиловым, они создали уже после начала войны штаб. Здесь получается еще более интересно, потому что по рассказам местных жителей, стариков и отца, и тем более Майырбек Шарипов был троюродный брат моей матери. Асланбек Шарипов, Майырбек Шарипов и Ашт, их сестра. Вот. Их мама была двоюродная сестра моего деда. Вот. И они были знакомы. Вот. Поддерживали, если не близкие, то контакты поддерживали Майырбек и Ашт. Они старше мамы были. Вот. Дело в том, что Майырбек – это вообще интересный случай. Дело в том, что он работал на партийно-хозяйственных должностях. Он младший брат командующего Красной армии Асланбека Шарипова. Вот. И когда началась война, его пригласили в НКВД. Вот. В НКВД в то время был начальник НКВД Албагачиев. Вот. И представители русских там товарищей НКВД, обкома партии, они сказали, что вот немцы уже захватили Ростов, двигаются на Кавказ. Нам надо думать о создании партизанских отрядов, партизанского движения. Вот. Ты брат героя гражданской войны, вот надо будет организовать так, как будто ты стал против советской власти, ты уходишь в горы. Вот. И если немцы захватят Грозный, ты получаешься враг советской власти. И потихоньку будешь организовывать и координировать создание партизанских движений, партизанских отрядов против немцев. Вот. Под этой маркой Майырбек Шарипов ушел в горы. Кстати, как рассказывала сестра Ашт, Ашт, она была замужем за писателем Халидом Ашаевым. Я у них бывал в 70-е годы дома. Когда он ходил ночью, он зашел в комнату к своим сыновьям, и сыновья это помнили, они рассказывали до того, как они исчезли, они и свои тети, вот, они рассказывали, что он сказал: обо мне будут говорить разные, очень грязные вещи, не верьте этим слухам. Вы узнаете, что я действительно на правильном пути, что я за справедливость вышел. Но когда он ушел в горы, и почему-то неожиданно они решили его объявить действительно, что он стал против советской власти. Его начали по-серьезному его начали преследовать. И в 1941-1942 году, до самой своей смерти, Майырбек Ашаев не собирал отряды. Это все старики, все в Шатое помнят, в Шатоевском районе. Отец тоже это помнит. Даже когда он обстреливал в 1942 году отряд НКВД, который двигался с минометами, с пулеметами. Вот. Он с этой горы, он один спустился, с этой винтовки он стрелял. Это напротив Итумкале, средь бела дня, и все жители видели. Он полный рост, он, когда отходил, у него стреляли с пулемета, но он был на большой высоте, к нему не могли попасть. И он полный рост, стоя, отходил и стрелял. Он знал Хасана Исраилова, но никакой штаб и организацию они не создавали. И весь период, когда Хасан Исраилов был в горах, максимум к нему набиралось, может, там несколько десятков человек. У него такой большой организации не было. И вооруженное восстание возглавлять у него этой идеи тоже до войны не было. Единственное, когда его преследовали, он по конце концов взял оружие, отстреливался. Вот этот случай. Вот. Приблизительно то же самое происходит Бай Идрис из Хилгярвы.
Они не были изначально антисоветски настроены, антиправительственно. То есть вот эти шаги советской власти, они сами их сделали врагами. Бай-Идрис, он даже работал в милиции одно время. И вот когда он увидел, что людей арестовывают и отправляют в Сибирь, безвинных, тем более, ну представьте себе, вот отец рассказывает, в горах объявили кулаком его арестовывать. А у него стекол нету в доме. Но у него 20-30 овец. 20-30 овец это стадо. Но в горах-то у него нет земли пахотной. Ему приходится вот эту продукцию животноводства обменивать, чтобы хотя бы кукурузную муку купить, чтобы с голоду не умереть. И вот у этих людей вот они объявляли кулаками. Если не успели арестовать, он прячется в горах. И тут же объявляет, что это, он антисоветчик. Вот эта система какая была. И вот дальше. В 1984-1985 году я смотрел вот эту папку «Отчеты полка НКВД», который с 40 по 44 год был расквартирован и действовал по горной зоне, в основном Чечни. Эти документы, это, кстати, рукописные документы, отчеты командира полка. Командиром этого полка НКВД был Халухаев. Кстати, он жил после возвращения с Казахстана, он на Ханкальской улице жил. По-моему, сейчас Гудермесская она была позднее. Вот. И вот в отчете Халухаева я что удивился. Вот он пишет, что с 40 по 44 год арестовано, убито где-то порядка около 2000 бандитов, более 2000 или 2500 бандпособников. Вот. И дальше конфисковано оружие. 1000 единиц оружия. Из них огнестрельного несколько сотен, остальное шашки и кинжалы. Из этого огнестрельного оружия порядка 80% это кремневые пистолеты и кремневые оружия времен Кавказской войны. Нарезного оружия получается где-то меньше 100 единиц. В основном это револьверы. Вы представьте себе 2000 бандитов вооруженных, на которых даже кремневых ружей не хватает на всех. Получается, они с кинжалами, шашками воевали. Эти отчеты были у нас в музее, как раз рукописно. Эти отчеты хранятся где-то в Москве в архивах, наверное, НКВД, КГБ. Вот. Дальше интересный случай. В 1983-1984 году, в 1984 это советская власть еще крепкая, это, по-моему, как раз после того, как Андропов был, вот, еще до Горбачева этот период, или Черненко. Вот. В музей приехал, я о нем рассказывал, Алихан Мальсаков, который создал музей боевой славы в Назране. Вот. И он пришел ко мне в кабинет, и он говорит: Руслан, смотри, говорит, что мне привезли. Это, по-моему, Тюменской области, областная газета. Областная газета, это значит, она орган областной партийной организации. И вот там в нескольких газетах статья вот, о чеченцах-ингушах и вот о белом коне, который подарили чеченцы-ингуши, подарили Гитлеру. Серебряной сбруи, там все такого типа. Это довольно официально, это все об этом говорили. Дело в том, что немецкие войска подошли только к Малгобеку. Малгобек несколько раз переходил из рук в руки. Больше территории Чечено-Ингушской ССР немцы не захватывали. Единственное, что это северная часть Наурского района, до Шелковного, это буруны и степные районы. Вот. А что касается вот этого белого коня, это прекрасно, все партийные органы Советского Союза, они прекрасно знают ситуацию с этим белым конем. Я Алихану об этой ситуации рассказал, потому что я об этом узнал случайно. Дело в том, что когда я учился в школе и после школы, у меня были знакомые из Кабардино-Балкарии, вот, кабардинцы, черкесы. Вот, и у моих знакомых были родственники, которые работали в прокуратуре Кабардино-Балкарской ССР. И вот
ради интереса они подняли вот этот документ о белом коне. Дело в том, что в 1945-1946 году это расследовалось сразу после освобождения Нальчика 1943-1944 года. Вот это мир. Да, действительно, в Нальчике этот случай был. Когда немецкие войска вошли в город Нальчик, вот, командующими немецкими войсками преподнесли скакуна, вот, в полной амуниции, в серебряной оправе, все. И списки этих 11-12 человек. Даже причем самое интересное, среди них нет даже ни одного балкарца, не то что там чеченцы-ингуша. Дело в том, что это бывшие кабардинские князья, вот, и их потомки, которые вместе с этими немецкими войсками и пришли в Нальчик. И об этом все знают. Ну, об этом даже до сих пор, вот это постоянно об этом белом коне идет разговор. Дальше хотелось бы сказать, я собираю это сумбурно, но все вот эти, стараюсь осветить те моменты, которые, в чем обвиняют чеченцев-ингушей, что их вот выслали из-за этого, из-за этого. Далее, массовое сотрудничество и переход на сторону немцев. Но об этом довольно четко и хорошо сказал Некрич. Был такой историк, я говорю, был, потому что был советский такой историк, Некрич, военный историк. В 1964, по-моему, 65 году он издал книгу 1941, 22 июня. Книгу очень хорошо восприняли, там были хорошие отзывы, и неожиданно Хрущева снимает, на его место становится Брежнев, и, естественно, сразу книга, оказывается, очень плохая, а Некрича обвинили в поклепе на Советский Союз и на Красную Армию. В конечном итоге, по-моему, его лишили в то время гражданства, и его выгнали из Советского Союза. Вот. И вот этот Некрич, он приехал в Советский Союз уже в период перестройки, по-моему, в 1989 году. Была встреча у него в МГУ со студентами, преподавателями МГУ, и вот журналист газеты «Известия» взял у него интервью. Это интервью было опубликовано, как я сказал, в газете «Известия». Эта газета «Известия» у меня хранилась до Первой войны. Это, я вам говорил, что у меня все эти материалы, это в основном все у меня погибло в Первую войну. Вот. И вот когда Некрича спрашивают о депортации, кстати, на английском языке он издал книгу «Депортированные народы». Вот. И вот он там пишет, что он в течение десятилетий работал в архивах Германии, ФРГ, он обработал все материалы вермахта, вот. И вот он там перечисляет, какие части национальные были в составе немецких войск, из националов. Ну, русские, там русская освободительная армия, там русские дивизии, СС, это знают, это не сложно в интернете найти. Вот. А здесь идет о националах. Ну вот он пишет, там, сколько было батальонов еще вот, калмыцких, сколько-то было крымских татар. Вот. Тут он объясняет, что дело в том, что Красной армии намного больше крымские татары и калмыки воевали против нацистской армии. Вот. Потом он пишет, например, осетины. Осетины, они очень много воевали на фронте, в процентном отношении у них больше всех героев Советского Союза, но осетинские, например, батальоны и даже осетинский полк, которым командовал, кстати, фамилию он там не пишет, а насчет фамилии я узнал из других источников, бывший советский командир полка Тамаев. Вот, кстати, его в 1946 году расстреляли, в Австрии его передали англичане. Вот. И здесь он подходит, он говорит, но самая интересная ситуация, он говорит, с чеченцами-ингушами. Я обработал все материалы вермахта, из чеченцев-ингушей я, говорит, не нашел в составе немецких войск даже одного взвода. Ну, взвод это 30 человек. Он говорит, да, я встречал, говорит, попавших в плен чеченцев-ингушей, которые были, например, в Кавказском легионе, там в других местах, вот фамилии я встречал. Но даже одного взвода из них не было. Из чеченцев-ингушей. Вот это факт о массовых служении чеченцев-ингушей немцам. Далее,
Несколько лет назад я узнал, мне дали сайт, данные о 700 советских военнопленных, которые Германия передала Советскому Союзу. Ну, она, может быть, и раньше передала, но это года 4-5 лет назад я об этом узнал. Я в этом сайте, я не стал, там 700 тысяч человек, это первая партия. Вот. Я просто ради интереса, так как у нас есть пропавшие без вести, вот, я начал искать. Я посмотрел только 3 буквы. З, И, по-моему, еще одну какую-то букву. Искал фамилии. Вот. Что интересно, беглый просмотр вот этих фамилий, я нашел более 40 чеченцев, вот, и, по-моему, более десятка ингушей, которые умерли в плену. 41-42 год. Там раненые попали в плен, и там пишут, что там, например, такой-то месяц или осенью они погибли. Вот. Единственное, одного я нашел, это родственник моей жены, Ибрагимов. Вот. Она мне сказала, что Ибрагимов был призван не из Чечено-Ингушетии. Он учился в Баку, и его призвали с Баку. Он пропал без вести. Действительно, Ибрагимов такой-то, такой-то. Имя, фамилия, все совпадает, год рождения. Призван из Баку, попал раненый в плен и тоже умер в плену. Вот. Так что вот молодежь, кто интересуется, вот, и я говорю, чеченцев и ингушей, они могли бы вот эти списки, сейчас, видимо, более полные списки, просто поднять и посмотреть 41, 42, 43 год, сколько этих пленных было, сколько они сдались. Дело в том, что здесь надо учесть еще одну вещь. Когда в 38, 39, 40 году призывались в армию, вот, в Грозном, вот моя мама часто ходила во время призыва провожать призванных наших родственников в армию. Вот, и мать говорила, что все там стояли, даже русские, они говорили, ой, одних чеченов везут. И все призывы 39-40 года, они все в основном были направлены на западную границу. Естественно, с началом войны подавляющее большинство из них погибло, часть раненых попали в плен. Ну, кстати, если материалы взять, например, белорусский, по-моему, Лебедев, участник партизанского движения, он написал книгу о Казбеке. Вот, попал в плен, мальчишка, Медаев, чеченец, вот, лет 19-20. Он сбежал с плена к партизанам, воевал, был командиром отряда. Казбек, он взял себе этот самый псевдоним. Погиб в мае 1944 года, чеченец. Или на территории Беларуси партизанский отряд имени Асланбека Шарипова. В 1941 году отступает от границы несколько, там двое, по-моему, чеченцев, один ингуш, один осетин. Они встретились, как Кавказ, они шли вместе и создали партизанский отряд имени Асланбека Шарипова. К ним прикнули еще выходящие из окружения солдаты других национальностей, вот, и белорусы. Вот, и этот партизанский отряд был разгромлен где-то в 1943 году. Вот. Один чеченец погиб, вот. Второй чеченец, они с боями вырвались. Вот. Ингуш, он вырвался из окружения, потом уже, когда Красная Армия освободила вот эту территорию, он вступил в Красную Армию и довоевал до конца. Осетин попал в плен. Когда республику восстановили, этот чеченец, который остался в живых, он уже в других партизанских отрядах, он узнал, что чеченцы и ингуши высланы, он остался в Белоруссии, и когда узнал, что восстановлена республика, в 1957 году он садится на поезд, едет он домой, и в Минводах он умирает. Его родственники, они это тело привезли, похоронили в Ведено, он сам с Ведено был. А уже в 70-е годы вот, Халид Ашаев, он искал вот этот материалы, вот, и он, значит, встретился с этим ингушом. По-моему, фамилия Газиков, по-моему, я его называл фамилию. Вот. Газиков назвал фамилии других, вот, назвал фамилию осетина. Халид Ашаев поехал в Осетию, нашел, оказывается, осетин живой. Он после плена вернулся, и он совершенно бесправный, потому что он был в плену.
И вот когда Халид Ашаев сказал Газикову, что вот этот осетин, он совершенно без прав, он вообще уже человек, знаете, поломанный, вот, он поехал в Орджоникидзе, вот, засвидетельствовал в партийных органах везде, что они вместе выходили из окружения, были в партизанском отряде, как он попал в плен. То есть это немного помогло этому осетину. Таких случаев очень много. Или, например, Чебалин, писатель. Он выпустил книгу «Орлиное племя». Она вышла в Киеве. Это о одесских катакомбах. Партизанское движение. Вот там он упоминает мальчика-чеченца, пионера, который погиб там. Он вместе с местными этими детьми помогал партизанам. Вот. А в музее, в архиве я нашел письмо этого Чебалина. И что же пишет Чебалин? Он, оказывается, в 59-м, 60-м, 61-м годах, он приезжал в Грозный, он добивался, чтобы его книгу издали. И это письмо, которое он прислал на обком партии передали в музей, оно лежало у нас в архиве. Что же пишет Чебалин? Чебалин пишет, что он был корреспондентом фронтовой газеты в 1941 году. Он едет в авиационный, какой-то военный полк, авиационный, летчики, истребители. И он хочет, командиру полка, он говорит, я хотел бы написать о летчиках все. И в это время самолет заходит на посадку, и командир полка говорит, вот прилетел наш «Орел», это в письме Чебалин пишет. Вот, самолет, он, говорит, лихо сел, из него вышел подтянутый сухощавый летчик, командир полка его позвал. Вот, и он Чебалину сказал, вот можете брать у него интервью. Он разговорился, летчик, оказывается, чеченец, офицер. Чебалин о нем написал статью. И вот летчик во время разговора, он говорит, когда началась война, я жену и сына посадил на поезд, эшелон. Мальчик был такого-то возраста, пионер, лет 10, мальчишка. Вот. После этого, в 1942 году, Чебалин говорит, я узнал, что этот летчик, он погиб в бою геройски. Это в тексте так у него. Вот. После этого проходит война, освобождает Одессу, и Чебалин попадает в Одессу, ему дает задание редакции написать о одесских партизанах катакомбах. Он и едет туда, он, значит, там записывает воспоминания оставшихся живых, и они рассказывают о детях-пионерах, которые помогали партизанами продуктами, там разведку устраивали, все. Вот. И они говорят о мальчике, чеченцы. Недалеко от Одессы поезд разбомбили. Мальчик как рассказал, мать его погибла, их отец был летчик, он их отправил в тыл. Вот. И этот мальчик, значит, голодный, он ходил, просил, там продукты ему подавали, познакомился с детьми, уже немцы вошли в Одессу, и он с этими детьми помогал. Вот их, когда поймали, их расстреляли. Вот это мальчишек, и вместе с ним это чеченцы. И в память об этом летчике Чебалин, он решил написать, когда узнал, что Чечено-Ингушская республика восстановлена, он написал повесть, приехал в Грозный. Вот. Это, говорит, для того, чтобы чеченские и ингушские дети воспитывались на своих примерах. И предложил это к книжному издательству. Главный редактор, он пишет, Яблокова в то время. Яблоков категорически отказался, нам такая книга не нужна. Он говорит, как не нужна книга? Это же для детей, это патриотическое воспитание детей. Это отказываться категорически. Он идет в обком, в президиум Верховного Совета, он встречается с Алмазовым, встречается с, по-моему, Вахаева, фамилия там называется, вот, встречается с ними, пишет обком, и обком ничего не делает для того, чтобы помочь. Потому что ни Вахаев, ни Алмазов, они никакой рычагов не имели. Они просто были как нацкадр, они сидели там, чтобы представить. Вот. И если там разбираться надо с чеченцами-ингушами, вот их посылали туда. А так они не имели никакого права голоса. И Чебалин написал это письмо с обкому перекинули нам. А когда Чебалин предложил в Киеве, значит, естественно, сказали, чтобы он побольше дал материала о местных, о одесситах, которые участвовали в этом движении. Естественно, он расширил эту книгу, он немного касается этого мальчика, но книга уже, она в общем о всех партизанах. Вот.
И она была издана в 60-е годы в Киеве. И вот после того, как она была издана, вот тогда ее решили переиздать в Чечено-Ингушском книжном издательстве. Грозненское издательство имени Заболотного. Вот. По-моему, даже ее на чеченский язык перевели. Вот эти просто моменты. Просто моменты. Теперь непосредственно я хотел бы... Сейчас я минуточку... Теперь, значит, о депортации. Интересный момент следующий. В 60-е, в 70-е годы в Чечено-Ингушском статуправлении работала, по-моему, зав. Отделом она работала, или замначальника работала, я сейчас не помню, Валентина. Отчество я сейчас не помню, я ее раза два видел. Дело в том, что моя старшая сестра работала в статуправлении вот, с 60-го года. И вот это в возрасте уже женщина была. Вот, и я с ней обычно здоровался, разговаривал. Так вот, это Валентина, она сама москвичка. В конце 30-х годов в Москве учился молодой человек-чеченец. Они учились, по-моему, вместе в институте, вот, познакомились, она вышла за него замуж, и перед войной она приехала в Грозный. И вот она рассказывает случай, когда в 40-м году, в 39-м или в 40-м году, она поехала в Москву навестить своих родителей, вот, там узнали ее бывшие одноклассники, вот, и подруги по университету, вот, и они встретились. И во время встречи там ее подруга, школьная подруга, она не конкретизировала, она говорила, что ее отец был какой-то начальник или в НКВД, или в партийных органах Москвы. Довольно высокую должность занимал. И она, немного подвыпившая, она отвела ее в сторону и сказала: Валька, ты бросай своего чечена, ты возвращайся быстрее домой. Вот. И говорит, я спросил, а почему, а что такое? Она скажет, там с ними такое будет. А что? А та, говорит, сразу замолчала. Она сказала, я тебе ничего не говорила. Все. И она, говорит, я, говорит, приехала домой, рассказала мужу, ну, тоже, говорит, в голову ничего. И вот в 44 году, 23 февраля, она говорит, я вспомнила, когда утром зашли военные и сказали, по-моему, Валентина Ивановна ее, вот, вы русская, вы имеете право остаться, вот, а вашего мужа мы отправляем в Казахстан. Приказ всех чеченцев ингушей выселять. Она отказалась, уехала с мужем. Она уехала с мужем в Казахстан. Вот, они вернулись, она работала, пошла работать в статуправление. Муж очень рано умер, вот, потому что многие, которые возвращались с Казахстана, что вот реабилитировали, какая-то у них надежда была, но эта надежда, по-моему, не исполнилась. И очень много, и вот я тот раз говорил, очень много умирало сердечных приступов. Вот. И она воспитывала своего сына, потом уже она вышла в конце 70-х, по-моему, на пенсию. Вот. То есть разговоры шли, оказывается, еще до этих восстаний Исраилова и до других, до войны. Еще один случай. Я уже начал говорить, вот когда были митинги, ингушский митинг в 1973 году, а потом слухи пошли, что опять там летом будут, опять митинги будут, там вот такого типа, я помню. Я вышел с телевидения, я в это время учился в университете заочно, работал на телевидении, вот, и встретил моего знакомого, тоже Руслана. Мы с ним стоим, разговариваем, и подходят двое. Вот, я чуть старше меня года на 2, Апти, я фамилию его не помню сейчас, Апти, он из селения Алды. Вот. И с ним русский по национальности, невысокого роста, очень так просто одетый, неприметный, и, по-моему, лет 40 ему. Ну, для меня он взрослый человек в то время. Вот. Ну, поздоровались, Апти я знал очень мало, по проспекту, он всегда очень хорошо одевался, он видный парень, высокого роста, где-то за 1,80 м с чем-то рост у него был. Вот. Всегда при деньгах, все.
Вот. И вот мы стоим, он в разговор, и тут Апти сразу начинает. Вот, если бы чеченцы и ингуши в свое время заткнулись бы, их не выслали, а то они хотели власть перевернуть, там подняли восстание, там тот... Ну, в общем, такого типа. Бандитизм вот это был. Вот. А тот русский, он стоит рядом, молчит. Я развернулся, конечно, когда вот такую несут ахинею, я не мог сдержаться. Вот. Я ему начал отвечать, и тут рядом стоит вот мой товарищ Руслан, он меня локтем ткнул. Я, естественно, не понял, в чем дело. Вот. Продолжаю с ним разговаривать на чеченском языке. Он на чеченском, я на чеченском. Вот. Товарищ мне второй раз локтем. Я повернулся, я говорю, что я говорю, здесь тесно, что ли? А он улыбнулся, он говорит, слушай, говорит, а ты что, говорит, не знаешь, что, говорит, Апти, говорит, КГБ работает? Я, естественно, я не знаю, что он КГБ работает. Я говорю, да, в КГБ. Я поворачиваюсь к тому, я говорю, наверное, вы тоже в КГБ работаете, уже на русском языке. Тот улыбнулся, он говорит, да. Оказывается, он очень хорошо говорит по-чеченски, начальник отдела, он сказал. Я говорю, если вы работаете в КГБ, я не знаю, как в структурах, но обычно везде, когда приходит молодой специалист на работу, я говорю, вот, его ознакомливать с материалами. Наверное, я говорю, вы его тоже ознакомили. Если нет, ознакомьте его. Я говорю, знаю, что с 40 по 45 год, даже после выселения, максимум чеченцев, ингушей, которые с оружием в руках воевали против советской власти и против органов советской власти и против НКВД, максимум, я говорю, 300-400 человек. Максимум. Это уже после выселения. До выселения, я говорю, их, наверное, было человек 9-10. Я начал имена называть. Бай Идрис, Хасан Исраилов, по-моему, Джамалхан из Джумсоя. Вот. А он говорит, а откуда ты знаешь? Я говорю, мой отец работал в горах. Я говорю, вот эти имена я знаю все. Вот. Я говорю, вы же инструктаж проводите? И он сказал, вы знаете, вы правы. 360 с чем-то человек он назвал. С 40 по 45 год. И среди них, он сказал, не только чеченцы, ингуши, но и представители других национальностей. В том числе и русские. Это в 1973 году разговор. Позднее уже, если кто помнит, по-моему, в 1989 году председатель КГБ Член-Ингушской ССР, по-моему, был Кочубей в то время. В газете «Грозненский рабочий» на вопрос он ответил, по-моему, 367 человек. Вот точно информация, которая есть у КГБ. Но не та информация, которая уже после выселения задним числом НКВД СССР поступила справка там о десятках тысяч чеченцев и ингушей чуть ли не с артиллерией. Но самое интересное в этих документах, что эта справка подготовлена, по-моему, где-то к 1947 году. Самое интересное, что эту справку подготовили не сотрудники Северокавказского НКВД Краевого, а НКВД Грузии. Я так говорю, потому что вот эту справку ссылается, по-моему, доктор наук какой-то Николай Бугай. Вот я читал его материалы. Он очень доверяет материалам НКВД, вот, и он ссылается на это. То есть это начальник НКВД Грузии, который был в дружеских отношениях с Берией. И в 1947 году. Но эта справка подготовлена к тому, что в 1947 году было объявлено, что чеченцы и ингушей высланы навечно и национальности не будут менять. Потому что после выселения в комендатуры стали поступать, я немного отвлекусь от разговора, поступили материалы, то есть заявления некоторых чеченцев, что они на самом деле не чеченцы, что они дагестанцы, там разных национальностей, что они просят поменять их национальности. Вот. И там в одном месте Берия сказал, что это слишком много начинает менять эти национальности, и было запрещено менять эту национальность. Вот. До этого какая-то часть, они вернулись в Грозненскую область. Вот этот материал об этих случаях. Само выселение я уже немного раньше говорил. Вот. Ну, например, воспоминания свидетелей.
Дальняя родственница моего отца. В конце 70-х годов я был в командировке в горных районах, был в обществе Хачар, Чента, и остался у меня, по-моему, день-два. И когда возвращался, я заехал дальним родственником моего отца, Чинха, местность, селение там было небольшое, Духар. И там одна старушка вот, узнала, что вот я здесь нахожусь, она прислала какую-то мальчишку, крикнула, и она говорит, вот она хочет тебя видеть. Я спустился к ней, вот, единственный сын, который у нее, по-моему, остался, его обычно называли, по-моему, Аман. Вот. Он был маленьким ребенком, когда выселяли. Вот. И она мне рассказала, что когда выселяли, она в этот день, она была Чинх в долине, там на базар кое-что купить. И она с собой взяла вот этого маленького ребенка, с собой дома не оставила. Вот. И вот когда выселяли, она захватила так, в 43-м году ее старший сын, он погиб на фронте. И служившие с ними там командир части, они прислали похоронку, вместе с похоронкой прислали его гимнастерку с наградами, вот, там фотографии, какие-то его дела, бумажки, все. И вот когда выселяли, она в первую очередь взяла вот этот сверток с его наградами и письмами, и похоронкой. И вот когда она держит в руках этого мальчика, который устал идти уже пешком, вот, и они спустились в крике Аргун, вот, и она говорит, там был, говорит, узкий мост, ну это старый мост, я не знаю, сейчас он сохранился или нет, вот, стояли с обоих сторон солдаты, и они у всех выхватывали свертки, они искали что-то драгоценные, видимо, деньги, они выхватили у нее, она развернули, видят, что армейские. Они же красноармейцы, они видят армейские вот эти письма, треуголки и похоронку, и видят солдатскую, там сержантом он был с наградами, прям на гимнастере. Больше ценного нет. И они взяли это, выкинули в Аргун, выслали. И вот она перед смертью, она старая уже, и она меня просит, слушай, ты грамотный, русский язык знаешь. Ты знаешь, хотя бы перед смертью я хотела бы знать могила, где находится моего сына. Я, говорит, вот Амана послала бы туда, говорит, хотя бы он земли горсть привез бы. Я говорю, а хоть что-нибудь данные знаете? Она говорит, нет, не знаю. Я говорю, ну так-то найти невозможно. Единственное, что он известно, когда призвали в армию в 40-м году вместе с моим дядей, там другие родственники, они попали, я говорил, в Армению на станцию Дилижанка. А потом их где-то в начале июня, еще до начала войны, их в основном, все эти части, их перекинули на Украину. Вот о выселении отношений к красноармейским письмам и к наградам советским. Далее, в 43-м году слух прошел, что выселяют. И в это время в газетах, даже в центральных, если вы интересуетесь историей, если вы находитесь, например, в Москве, в Ростове, в Ленинграде, как он сейчас, как называется, Санкт-Петербург, вот. В любой библиотеке, зайдите в крупную библиотеку, посмотрите подшивки газет. Центральных газет, ну там армейских, дивизионных там не будет, там будут газеты, там «Известия», «Правда» и другие. Возьмите январь 44-го года, январь-февраль, и вы действительно увидите, что там очень много статей о чеченцах и ингушах, как они храбро воюют. Я вот раньше говорил об Хаджи Идрисове, там было, и о других, и там пишут, вот храбро воюют чеченцы, и описываются их подвиги, все такое. То есть, чтобы усыпить бдительность, вот это дано было указание, а дома по радио и в газетах постоянно печатали материалы о фронтовиках, чеченцах и ингушах. Вот. Так вот, в это время из Джумсоя лет 80 старик, его должны были раскулачить, он прятался в горах. В конце концов, в 43-м году там духовных авторитетов в то время они присылали по всем, что вот советская власть вас не тронет, вернитесь домой. Этот старик вернулся домой, ему дали бумагу, что его не будут преследовать и как кулака его не будут выселять. Но 23 февраля
его и всех его потомков, их 27-28 человек. Кстати, самый последний ребенок, по-моему, его праправнук или праправнучка, вот. Этому ребенку было всего 1 день, он только родился. Их всех расстреляли. Вот эта система какая шла. Остальных гнали пешком, в то время там дорог не было. И вот местность Ичинха, это местность Эста, по-моему, до сих пор там ограда, это бывшая овчарня до 30-х годов. Вот там стояли НКВДшники, и они стариков и старух, они выводили и сажали, и говорили, что вот вас на волокушах отвезут, и молодым, кто не хотел оставлять сыновьями, говорили, мы будем стрелять, если вы не пойдете в строй. А их, мы, стариков больных, мы сами доставим. Вот. И вот этих старших они выставляли. Там, говорит, один мужчина, говорит, он на руках нес свою мать. Это свидетели, которые там были. Они начали вырывать, а он не знает русского языка. Он объясняет, скажите, что я на руках ее отнесу. Ему говорят, нет. Его ударили прикладами, вот, и люди испугались, что всех начнут стрелять. Вот, они сказали, мол, на волокушах потом это будет доставлено. Когда вернулись с Казахстана в 1957 году, останки этих людей некоторых нашли глубоко в ущелье, потому что там это крутой обрыв, их, видимо, даже не стреляли, они просто скинули их, видимо, туда. Или, например, воспоминания были Асхаб из Шамиль. Майста, я когда делал там раскопки, вот. Им было где-то по 12-13 лет. Вот они рассказывают, что зима была очень холодная, снежная. И скот, овцы, в основном овцы, козы, ну и коровы, они остались на альпийских пастбищах, потому что корма вниз спустить было очень тяжело. И молодых ребят, подростков послали туда, чтобы они вот из-под снега, скошенное сено, они давали, кормили скот, все. Вот. И вот в это время началась стрельба. И они сверху, они видят какой-то шум, потому что солдаты заранее приведены туда, но солдат местное население кормит, режут для них скот. Вот. И, естественно, никому в голову не приходит, что выселяют. И вот селение Пхога, это на вершине горы. И вот они говорят, мы, 20-летний его дядя, мы, говорит, спустились сбоку через лес, вот, и, говорит, видим, говорит, этих людей, в основном женщины, они идут там, у кого ребенок на руках, и их по этой крутой тропе, по этому снегу по колено, и их спускают к реке вниз. И там есть место, где находится несколько склепов, солнечных могил. Вот. Впереди, говорит, шел командир, курил сигарету. Вот. И вот когда он дошел вот до этого могил, наземных склепов, он, говорит, сигарету бросил и что-то крикнул, говорит, он махнул рукой. И те, говорит, сразу развернулись с автоматов, дали очередь и кинули их в обрыв. Мы, говорит, до вечера были, когда стемнело, мы, говорит, подобрались туда, вот их нас несколько, говорит, детей и несколько взрослых, ну, взрослые парни. В живых никого не было. Мы, говорит, как могли, там ветками, камнями их заложили. Имена, говорит, старшие, их всех знали. И это не единичный случай, это повсеместный случай. И вот что удивительно, вот в интернете я смотрел, есть такой демократических взглядов российский историк какой-то Соколов, вот, казалось бы, он все объективно, и вдруг, когда Акхайбах, он говорит, ну, достоверных доказательств нету. Ну, извини, дорогой мой, есть люди живые были, которые видели это, которые этой ночью спускались, хоронили эти трупы. Были живые, которые случайно выжили, их расстреляли, бросили, выжившие там люди были. И вдруг он, значит, понимаете, это же все-таки у него сразу появляется вот это русское, вот это это не подтверждено, чтобы столько людей расстреляли. Но этих людей-то везде по горам расстреливали, везде убивали, и грудных детей убивали. И вот здесь меня спрашивали, там много осталось людей. Осталось много. Потому что стариков, их сразу в этот день, 2 дня выселить не удалось. Вот, их оставляли дома. Например, в местности Чинх, там на Альпийских лугах был младший брат
я конкретно называю, чтобы вы знали, что это не случайно вот эта информация. Младший брат мужа моей тети. Кстати, она живая, ей сейчас около 100 лет. Вот. Они рассказывали, он умер, он, кстати, через Грузию добрался в Казахстан, вот, и он умер в Казахстане, уже заболел. Они, значит, он молодой парень в то время, они, когда спустились на этот хребет, Басхойлам, и они сверху смотрели, они говорят, там и вой, коровы мычат, собаки лают, и вот это непонятно, что творится, и стрельба, и они в сумерках спустились, крайний дом, вот. Там старик со старушкой, больной, они имена они знали, это родственники все. Больные и двое мальчиков больных, простуда. Оказывается, их сын с женой и младшим сыном, они пошли на базар, чтобы хоть что-то купить. Вот. И они, значит, растопили печку, и там несколько их сделали, этих самых кукурузных лепешек, перекусить им, там подоили корову, молока дали. Вот. И мы, говорит, поднялись наверх. Вот. На второй день, говорит, загорелось, черный дым. Говорит. Вот эти дома все начали гореть, они подожгли все дома полностью. Когда с Казахстана вернулись, вот этот дом, когда раскапывали, там как раз на кровати останки этого старика и старушки. Их захоронили в 1957 году. И таких случаев... Только в Чинха это не один случай, это несколько таких случаев. Там в одном месте один мать свою нашел, также останки сгоревшие. Двух мальчиков так и не нашли, они очень долго искали, так и не нашли этих мальчиков. Но, скорее всего, они их забрали куда-то в детский дом. Вот эта система, вот эта вся. И в этой ситуации еще огульно ахаять, вот за то, вот они, мол, целые армии воевали против Красной армии. Дело в том, что возьмите эти материалы НКВД, их публикует Бугай. У меня этот журнал был, где он публиковал эти документы. Вот. Самое интересное, 10, 20, 30, 40 тысяч бандитов, вооруженных не только винтовками, пулеметами, автоматами, а во время выселения нападений на солдат НКВДшников нет. Как же так получается? Единственный случай они пишут, вот в Витум-Калинском районе, там этот мужчина, он, видимо, психанул уже, он с кинжалом бросился. Так его они и стреляли, и кололи, и сбросили в пропасть. Он выжил, кстати. Вот, о нем хорошо Кашурка пишет. Но с оружием никто не стреляет, и конфискованного оружия нет. А куда же девались эти целые дивизии? А никто на это не хочет отвечать и не говорит об этом. И так продолжалось с восстановления республики постоянно, каждый праздник, День Победы, День Красной Армии, в газетах и везде, Безуглые там и другие, и везде. Вот, в горах были бандиты, они стреляли в спину, они стреляли в спину. Вот, и называли одно-два имени, которые сбежали когда их, от раскулачивания или когда их пытались арестовать. Вот эта система вся, понимаете? И вот в чем причина? Ну и возьмите данные по дезертирству русских. Ну вот сейчас он в интернете выявляется, когда архивы открыли. Огромное, так что в процентном отношении больше или меньше это нельзя сказать. Там против советской власти вообще ни в чем, потому что отец в 1939 году, когда он ходил по горам, перепись населения, там подавляющее большинство людей и не знает, что советская власть или какая власть, русская власть. Они даже не знают, что царя уже давно нет. Еще хотелось бы отметить следующее. Во-первых, как я говорил в прошлый раз, это, наверное, тот, кто интересуется в библиотеках газетами, он может об этом прочитать. 3 июля 1941 года большая статья в газете «Правда», там пишется 500 тысяч добровольцев ушло на фронт из украинцев, по-моему, грузин,
армян, там союзные республики называются, татар из автономных и чеченцев. Более 500 тысяч. То есть количество добровольцев было много. Вот. И здесь следует отметить, когда Филькин приходил в музей, это бывший секретарь обкома, может быть, я об этом раньше говорил, Филькин отмечал, что весной 1941 года, когда, то есть зимой 1941 года, это на весну 1942 года, самое тяжелое положение на фронте. Людей под оружиями, под охраной забирают на фронт, отправляют. Как, например, рассказывал мой сосед, когда мы вернулись с депортации с Казахстана в 60-61 году, у нас по соседству жил, мы его называли дядь Саша, Заволока фамилия была, участник войны. Так вот, когда 9 мая или 23 февраля он набирался, очень сильно выпивал и молчал. Там некоторые на улице надевали награды, там свои красовались, а он никогда не одевал ни медали, ничего, и никогда не говорил о войне. И вот когда мы, дети, как-то игрались, он сидит на заваленке, так на фундаменте, выпивший, вот, и молчит. И вот мы подошли, когда начали спрашивать, дядя Саша, а почему вы никогда не говорите о войне? Вот другие же говорят, он говорит, другие пусть болтают, он говорит. Это очень, очень страшное дело. Ой, ребятушки, не дай Бог, чтобы вы это увидели. Вот. И вот расскажи, дядя Саш, расскажи. И вот он, значит, 18 лет, в 1941 году его забрали. Он, говорит, под охраной. Нас дали винтовки, показали, как взводить. Дали по 2 магазина, по 10 патронов под Москвой. Выстроили. И там несколько десятков, оказывается, там от бомбежек, артиллерии кто-то побежал, их собрали, перед нашим строем расстреляли и сказали, любой, кто шаг назад без приказа сделает, будет то же самое. И закинули под Москвой. Земля перемерзшая, окопы копать невозможно. Мы, говорит, вгрызаемся эту землю. Вот. И авиация бомбит, артиллерия бьет, и тут заскакивает, говорит, политрук, и за родину, за Сталина вперед. Не выскочишь, говорит, пристрелит. И вот выскакиваешь, закрываешь глаза, рот до ушей, и кричишь «Ура!» и бежишь. Вот так пробегал он, говорит, и Бог миловал, говорит, живой вернулся. Но суть не в том, что он вернулся, а в том, что как забирали. И тут в это время приходит приказ чеченцев, ингушей, не мобилизовать. Они освобождаются от мобилизации, набирать только из добровольцев. И в первую очередь коммунистов и комсомольцев. И вот Филькин, в то время он первый секретарь, то есть секретарь обкома партии, он говорит, что он председатель совнаркома, по-моему, Малаев, и председатель президиума, я сейчас не помню, Черкеев, Алмазов. Мы, говорит, составили письмо и обратились к верховному главнокомандующему, что просим, что люди хотят идти на фронт, очень много идут на фронт, просим не отменять это. И чечено-ингушскую дивизию отправить на фронт. Ответ шел месяц, через месяц, где-то в начале мая, пришел приказ всех распустить, оставить только комсомольцев и коммунистов. Вот. И мобилизацию отменить чеченцев и ингушей. И вот Филькин, он сам рассказывал, он говорил, когда людям объявили, что вот только комсомольцев, коммунистов, и подходят, говорят, а что мы хуже, что ли? Поэтому чечено-ингушский полк был развернутый. Он намного превышал штат полка. И добровольцев было так много, он говорит, нам пришлось отдельный кавалерийский дивизион еще набирать, вот которым Сака Висаитов командовал. Чечено-ингушским полком командовать назначили, по-моему, майор Абадиев. Потом перед отправкой на фронт Абадиеву высокостоящую должность, его перевели на более высокую должность, потому что там, где, видимо, он раньше служил, они решили его забрать обратно. И командиром полка назначили капитана Висаитова. То есть отношение к этому полку какое было. И когда полк бросили под Ростов,
Там воевали и родственники мои. В полку было 2 сорокопятки и 4-5 снарядов. И только на тачанках пулеметы. Вот их бросили под Ростов. Попал он под танковую колонну. Все-таки оттуда выбрался этот полк. Вот это я хотел дополнить о том, что не брали в армию. И после этого Филькин говорит, брали только добровольцев. И вот добровольцы последний раз в 1943 году ушли. Это несмотря на то, что сейчас пишут, что массовое там дезертирство, массовое это бежали. Вот. Далее, хотелось бы еще отметить, те, кто остались после выселения, те, которые хотя бы имели силы, они старались перейти в Грузию. Это самый спасительный вариант. А те, кто не мог перебраться, особенно много детей-подростков было, вот как мне рассказывал этот один старик, ему было лет 12-13 во время выселения, его брат, двоюродный брат, вот мальчишки, 4-5 их мальчишек было, они были тоже на альпийских лугах, там, значит, были, говорит, родственники, более старшие несколько человек, когда выслали, и они прятались по горам, говорят, мы не знали, куда идти. Потому что там везде были посты, везде разбросано, оставляли соль. Соль была отравлена. Очень много людей умерли, когда, увидев соль, обычно соль оставляли для скота, там для этого обычно в горах оставляют соль. Вот. И вот эту соль, кто использовал, они умирали. Это очень много людей, которые мне рассказывали, как люди умерли от этой соли. Вот. И в конце концов к ним, значит, пришли из Урус-Мартана двое чеченцев. Вот. И они сказали, если вы не явитесь в Итумкале, не сдадитесь, то вы будете гореть в аду, вас проклянут. Вам ничего не сделают. Вот. И они говорят, мы пошли в Итумкале. В Итумкале пошли, нас, мальчишек, отделили, увезли, говорят, а взрослых, говорят, отдельно повезли. Там еще, говорят, несколько взрослых мужчин было, говорят, их, там вот этот наш дядя, говорят, был, двоюродный брат отца, вот, который с ними на альпийских были. Когда привезли в Грозно, через несколько дней нас вывели, говорят, вот, они развязали несколько мешков и вывалили, говорят, головы. И среди них мы увидели, говорит, голова, говорит, нашего дяди, двоюродного дяди и тех мужчин, которые были с нами, и в этом коле, которых видели. То есть везли головы. Это я к тому, что вот я раньше говорил, что вот чеченцы любят резать его, голову отрезать, вот это. В Кавказской войне я говорил, как отрезали и кто отрезал голову. И вот НКВД, они тоже отрезали головы, и эти головы, как в мешках, они возили. А этим мальчишкам дали по 10 лет. И они сидели в лагерях, они там повзрослели, и когда умер Сталин, их вызывали и автоматически заставляли подписываться там дополнительный срок. И он говорит, я, говорит, поднял скандал. Вот. И там этот начальник, он сказал, что-то вы смелые, разговариваешь со мной так смело. А я сказал, а вы сами нас сделали смелыми. Он говорит, живых остался он и еще один, вот этот его, по-моему, двоюродный брат его остался, мальчишка. Вот. В конце концов, их после 54-55 году их отпустили. Вот представьте себе, после 10 лет отпустили. И когда они вернулись, в живых только, по-моему, одна сестра, больше в живых никого не было. Вот это характерная ситуация для всех. Это единицы, которые пришли. Вот. Больше повезло тем, которые перебрались в Грузию. Грузины, вот у нас сейчас говорят, там религиозно вот это. Вот. Самые доброжелательные, самые, как сказать, человечные люди для чеченцев оказались грузины. Это, вы знаете, вот что бы ни говорили, вы должны это понять, потому что это все-таки одна кровь. Вот сколько я бывал в Хевсурете, в горах и в Грузии, я это прекрасно знаю, потому что особенно среди хевсур, какие бы отношения ни были, там, может, и споры, и все были, но они всегда подчеркивают, что мы одной крови. У нас родственные связи с древнейших времен, и хевсуры, и тушенцы.
Поэтому многие из равнинных районов, они старались перебраться в Грузию. Вот. И вот рассказывает такой случай. Вот эти Майстов, вот эти Асхаб и Шамиль, они тоже старались перейти в Грузию, но, говорит, на перевалах везде были посты. И вот там такой случай, когда шли со стороны Итомкале группа, вот, с ними были один или двое, которые знали горы, остальные они в горах вот, с равнины. Вот. И они где-то, эти двое пошли на разведку, чтобы искать место, как пройти. А оставшиеся, они случайно нашли там в каком-то навесе, там соль, они перекусили и лежат. Те возвращаются, а у них уже пена изо рта. И они быстро взяли из-под снега трава, она невысоко растет, эта трава где-то сантиметров 30-40, и у них семена, как немолотый перец, шарики, такого бурого цвета, зеленые. Вот. Это считается, она и съедобная, и, кроме того, лечебная. Ее, как я спрашивал у старушек, обычно ее собирали, сушили на зиму, делали порошок и обязательно дома хранили, особенно у кого есть маленькие дети. Если у ребенка там с желудком несварение, там как типа отравление, вот, они этот порошок с молоком давали, и он очищает. И также он против отравившихся. И вот они быстро растерли вот этот порошок, дали с водой, и они все очистили желудки. Вот. И вот так они перебрались. В этих самых скалах, постройках, там дело в том, что очень легко мы узнавали, потому что табак, запах, за несколько километров ты чувствуешь запах табака. Поэтому, говорит, мы сразу ориентировались, даже если он курил где-то час-два часа назад, но все равно запах, говорит, стоит, особенно для некурящих. Вот. И вот когда, говорит, мы подошли, а там в засаде, говорит, вот этой постройки на скале, оказывается, там солдаты сидели, вот это НКВД. Вот. И вот этот подростки, они рассказывали уже на перевале, говорят, мы их встретили, этих взрослых, и они сказали, вот эти двое, которые в горах жили, они по хребту через скалу, веревок-то ничего нет, но они жили в горах, они спустились вниз, и вот этих троих солдат убили, и вот так они прошли. И уже на перевале, где селение Туга, вот, и мы, говорит, там спрятались тоже на правом берегу речки, а с левой стороны, говорит, спускается один чеченец вот, по осыпи. А внизу, говорит, мы видим, говорит, с ручными пулеметами несколько солдат. А он их не видит. Но эти солдаты вместо того, чтобы немного переждать, чтобы они спустили, они раньше времени начали стрелять, но, говорит, те двое, говорит, слишком высоко были, не попали в них. И вот те, говорит, уже по осыпи они ушли, говорит. Вот. На территории Грузии, хотя там стояли НКВД, но и хевсуры, и местные грузины, они сделали так, они договаривались с НКВД, этих людей переправляли, значит, в Ахметовский район, там им паспорта выдавали кистинец, потому что когда был приказ выслать чеченцев и ингушей, а в Грузии, в Ахметовском районе несколько селений чеченцев, вот, и местное население, кстати, те же самые сотрудники НКВД, вот, чеченцы, сотрудники НКВД своих чеченцев, родственников кидали в эти студебекеры, помогали еще прикладами, пинками. А эти грузинские НКВД находились люди, которые на уговоры своих грузин, они их не арестовывали, а выдавали им паспорта кистинцев, и потом через Баку, Красноводск помогали уехать в Среднюю Азию. И вот так много уехало, как я сказал, младший брат мужа моей тети. Это несколько, я говорю к дополнению, то, что вот я раньше говорил. О чеченцах, ингушах, солдатах, которых сняли с фронта в 1944 году, я говорил. Вот. Хотелось в конце концов закончить, что, например, эти солдаты, которые в 1945 году уже отвоевав, они прибыли в Казахстан, и когда, представьте их состояние, когда они воевали с первых дней войны, приезжает, а живых нет.
Ни отцов, ни матерей, ни жен, ни детей, ни братьев, ни сестер. Вот представьте это состояние. И как вы объясните вот этому Жукаеву, о котором я говорил, Волхазуру, когда его выселяли? Ему как офицеру, у него очень много наград, ему стеклянный в глаз ставили. И когда этот майор НКВДшник бьет его саблей плашмя, и у него глаз вылетел и упал в снег. Кстати, вот это самое потрясающее для него был этот случай. Отец говорит, и вместе с ним, кто ехали в вагоне, он постоянно говорил об этом глазе. Он говорит, представляете, вот за что я воевал? Только за то, чтобы, говорит, вот меня ударили. И этот глаз, он говорит, он стоит перед вторым, я вижу, говорит, одним глазом, как он вылетел, и как замедленная съемка, видимо, он видел, этот глаз исчезает в снегу. И тут говорить о массовых предателях, об этом. А почему не говорят о тех чеченцах и ингушах, которые попали в плен, бежали в партизанской? Те, которые воевали в Италии, те, которые воевали во Франции. Или, например, письмо было русского одного перед Первой войной. Он попал в плен и в Норвегии сидел в плену. И когда он говорит, сейчас по телевизору очень часто говорят о чеченцах, чеченцы. Я когда сидел в лагере, говорит, в Норвегии, он рассказывает, вот, я нескольким чеченцам, которые в Норвегии, я им говорил, может быть, там посмотрите, там же, кстати, на Западе очень серьезно относятся списки сохранения. Он говорит, там были, говорит, солдаты, говорит, пленные чеченцы. Они несколько раз пытались бежать, и в конце концов, он говорит, их расстреляли немцы. Они, говорят, самые непослушные, говорят, они старались, возмущались, даже если там солдаты что-то на них ударят или что. Несколько попыток бегства, их расстреляли. Здесь, скорее всего, речь идет причина выселения. Дело в том, что если взять исторически с 19 века, как только начиналась русско-турецкая война, начинались восстания в Чечне, в Дагестане. Но в Дагестане положение было немного лучше, потому что в Дагестане очень много народов. Они уже села однонационально почти не оставили на равнине, их вот так вот смешали. Естественно, эту ситуацию держать под контролем легче. А вот здесь чеченцы и ингуши – это опасный контингент. Балкарцы, карачаевцы – тоже опасный контингент. Вот. С кабардинцами и черкесами легче, потому что их в 19-18 веках уничтожили, от них, в принципе, никого не осталось. Например, в Адыгее там своих адыгейских сел нету. Вот. Оставшиеся черкесские эти аулы, когда выслали чеченцев, ингушей, там, балкарцев, карачаевцев, их объединили с казачьими станицами. И, скорее всего, здесь в чем-то прав, не в чем-то прав, а действительно веришь Суворову, его книге. С 1938 года, с 1937 года Сталин готовился к войне. То есть создать Великий Советский Союз, куда включаются дополнительно еще советские социалистические республики, такие как Французская социалистическая республика, Германская, Австрийская. Вот. И здесь подняли вот этот лозунг еще, который при царе был, Константинополь – это русский город. Вот. Во время Первой мировой войны там чуть ли не захватили Константинополь, и действительно переговоры были, и Антанта, Англия, Франция, они согласились в случае победы Константинополь отдать России. Это российские информационные агентства, они сами печатают об этом. Скорее всего, здесь готовился поход на Германию, Европу, через Германию, освобождая от нацистов, и в Малой Азии Босфор и Дарданеллы. И, видимо, поэтому неблагонадежных решили убрать. Вот единственный выход, потому что
1944 году, когда Красная Армия стоит уже на границе с европейскими государствами в Карпатах, необходимость отвлекать так необходимые фронту Студебекеры, которые через Тегеран поступили, огромное количество военных, необходимости не было. И второе, это для НКВД, потому что они получили, все руководство НКВД, самые высшие командные ордена, то есть на уровне командующих фронтов. За эти операции, что вот они выслали чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков, крымских татар. Вот это, скорее всего, вот в этом дело. Потому что для советской власти ни чеченцы и ингуши, тем более балкарцы и карачаевцы в то время не представляли. Я уже не говорю о калмыках, которые живут в степи, там нет ни гор, ничего, и крымские татары. То есть просто необходимо было очистить эту землю. Вот. Кроме, там очень много факторов. Кроме того, было на кого списать то, что война оказалась неожиданной для Советского Союза. Вот. Людям же не объяснишь, что вот мы собирались напасть, но они нас опередили. Вот. Мы для этого понаделали 30 чем-то тысяч танков, чтобы пройтись по Европе. А в основном все танки, которые были на западной границе, более 6 тысяч, они достались немцам. Вот, скорее всего, вот этот момент. Там была причина выселения, не была причина выселения. Вот, скорее всего, можно вот так закончить вот эту тему, вопросы. Вот. Если уточняющие вопросы будут, я постараюсь ответить.